На сессии городского собрания проходило обсуждение вопроса по строительству на территории Волжска мусоросортировочного завода, запуск которого планируется 1 января 2023 года. Строительство комплекса позволит создать дополнительно 32 рабочих места со средней заработной платой в 28 тысяч рублей. Я не успел за то время, пока я в кресле главы администрации нахожусь, вот в эту проблематику влезать, я не считал нужным, потому что мне казалось, что вопрос с вами обсужден с прежним руководством администрации. Сегодня мы пригласили исполняющего обязанности министра природных ресурсов республики и генерального директора организации «Чистый город». Если у вас есть вопросы, я уверен, что они в своих выступлениях эти вопросы как-то осветят и ваши сомнения или развеют, или у вас они, может быть, еще какие-то появятся. Но они компетентно смогут нам дать ответы на наши с вами, нас, горожан, вопросы. Почему эта зона П1 не привязана к конкретному участку? П1, как вы в прошлый раз сказали, по всему городу много. Зона распределяется на части города, а не на конкретные кадастровые участки. Сейчас никакой конкретики нет. Зона поменяется действительно, потому что постановлением мэра будет определен земельный участок, о котором уже наше мнение не будет спрашиваться. Участок уже выбран, он замежован. Мы сейчас не ведем речь о том, что это будет в любом месте промышленной зоны. Не об этом речь идет. Речь идет о том, что вот этот участок, чтобы возможно строится комплекс сортировочный, мусоросортировочный комплекс, нам нужно дополнительный вид, включить специальную деятельность. Почему этот земельный участок выбрали, и почему, скажем так, другие, и почему там не хотим, и так далее. Да, это с предыдущим руководством мы встречались, компания «Инвестор Чистый город», это долгая работа происходила. Сортируем мусор, отдаем мусор соседям. То есть нам невыгодно делать это, перерабатывать этот мусор. А соседи в один определенный момент скажут: ребята, извините, мы не будем больше перерабатывать. И что дальше будет? Депутаты города настаивают на определении другой территории под строительство данного объекта. Просто где гарантия, что тоже, что будет там порядок? Там также не будет завалено, как сейчас завалено в городе Волжск. На этом предприятии планируется, по минимуму мы сейчас посчитали, что это будет где-то 32 рабочих места образовано. Это как раз обслуживание всего сортировочного этого комплекса. И где-то до 10 миллионов рублей будет отчисление в бюджет города Волжска. Следующий момент. Почему именно это место? Это место, оно, наверное, взято неспроста, ее придумал не я, да, потому что мы были и у полигона города, в Волжском районе, мы там встречались с людьми. Там на самом деле есть населенные пункты, не надо говорить, что там садовые участки, которых там уже не существует. Там есть какой-то дом лесника, там еще что-то есть. Там до этого планировали, я эти расчеты не делаю, там есть карта, есть Роспотребнадзор, все просто открывается, сантиметры, метры, и видишь, какой размер. Все. Это первое. Второй момент, конечно же, когда все обсуждалось, что больше всех образуется это, мусора в Волжске, да, чем, например, в Волжском районе в том же, да, Еще один момент. Даже не в том плане, наверное, что больше всех. Вы говорите, да, конечно, там есть коммуникации. Да, конечно, они есть. Если, допустим, нет в поле тянуть все коммуникации, тогда окупаемость и инвестиции возврат будет не 10-12 лет, да, а 25 лет. Тогда его вообще никто не построит. Просто туда никто не придет, это нереально просто-напросто, да. А государство тоже должно каким-то образом свои эти полномочия решать. Поставлены задачи, что они должны быть. Мы просто как инструмент, да, те люди, которые занимаемся этим делом, хотя любой другой человек может прийти и сказать: я тоже хочу поучаствовать, и, пожалуйста, предоставить свой проект. Никто же не возражает этому, правильно? Мы просто, зная это все хозяйство, что такое дело есть, оценив свои возможности, что мы можем вложить сегодня такие деньги, пошли на то, что готовы предоставить ЧКИ допустим, на 15 лет, а через 15 лет уйти, оставить этот завод на республику, да, или там дальше, может быть, новые контракты какие-то будут, мы не знаем, что будет, да. Хотя бы надеемся, что будет все чисто и все красиво в нашей республике. Мы даем разрешение вид деятельности 12.2. Есть у нас будет сейчас площадка, которая там, то есть сбор мусора и сортировка.
Но если на этой площадке будет еще возможность и разместить дополнительные, вроде Равиль сказал, а это 12.2 предполагает размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов и так далее. То есть вопрос в том, что сейчас идет сортировка, через 15 лет, когда концессия кончится, кто-то будет другой владелец, и этот другой владелец хочет дополнительно какое-то оборудование поставить, и вот эти все виды использовать, потому что разрешение будет. По крайней мере, снести его и заново проводить что-то новое там строить, да, в любом случае надо будет проходить публичные слушания. В любом случае публичку надо будет, если ты новые предприятия будешь какое-то организовывать, да. Но я думаю, что это просто неразумно даже. Заглядывая на 15 лет вперед, это неразумно просто. Депутаты проголосовали против внесения изменений в правила землепользования и застройки, а следовательно строительство мусоросортировочного завода на предполагаемой территории в данный момент невозможно.